Привет, друзья! Как ваше настроение? С вами Юлиан Иванов. Сегодня на стенде пострелял. Сейчас очень хорошее состояние наступило. Тело отдыхает, настроение очень улетное. Заправил, как говорится, душу. И я хотел вам рассказать сейчас в честь генерации энергии любимого дела, то, что стрельба, она, ребята, многогранна. Так же, как бриллиант, он имеет очень много граней, или многокомпонентно, или многоэлементно, я не знаю, хоть как можете понять, но в любом случае идея такая, что стрельба, она имеет очень много разных элементов. Так же, как у нас борщ имеет не только огонь и кастрюлю и свеклу, но также и соль, воду, и самое главное, все много не перечислить. Один из которых компонентов является душой. Сразу видно, что сделано с душой, а что сделано на скорую руку или, не знаю, ради денег в каком-нибудь неблагодарном кафе. Я хотел вам сказать, что стрельба – это не то, что человек может сегодня прийти и за раз сразу начать все крушить, попадать. Она очень тесно взаимосвязана не только с прикладом или с очками, или с патронами. Она также именно заключается с жизнью. То есть то, как человек проживает эту жизнь за пределами охоты или же на работе, как он вообще проникается, как он общается с людьми, какие у него взаимодействия, как он взаимодействует, правильно, неправильно. И все то, когда он смог действительно это все организовать, дисциплинировать, стрельба идет как по маслу, и человек отдыхает, и мы получаем очень большую порцию способностей, когда мы видим те быстрые мишени, они становятся не такие быстрые, и мы начинаем их видеть и попадать. Технология начинает работать. И весь этот комплекс, он, ребята, имеет эти элементы, важные компоненты, которые человек не будет их игнорировать, не будет торопиться. Мудрый охотник или спортсмен, он всегда рассчитывает. Я наблюдал за топовыми стрелками, которые очень много размышляют, рассчитывают и не игнорируют все эти маленькие компоненты и элементы. Чтобы человек стал уверенным и приходил в стрельбу сознанием, чтобы у него все задалось и чтобы он мог хорошо попадать, необходимо время, необходимо правильный фундамент, правильная теория, база, практика, тренеры, хорошее оснащение, работа, дом, жена. И это все, ребята, говорится именно о том, что есть, правильно, ребята, блоки. Блоки – это у нас те разделы, с которыми мы наиболее всегда встречаемся в жизни. Мы не убегаем на охоту для того, чтобы... Убегаем, я сказал, от рутины, от работы, от инстаграмов, от всего остального. Как бы мы далеко не убежали в избушку в лес, все равно у нас эта жизнь с нами, и мы не можем противоречить или отказаться от ответственности. Все наши домочадцы, друзья, товарищи, собаки, дома, начатые объекты, строительство, что только нету, вот какие у вас есть циклы, которые вы начали, оно все, ребята, имеет происхождение к ответственности. И вся стрельба, она на самом-то деле очень проста, потому что мы получаем именно в движении, мы в потоке, мы именно в процессе, мы не стоим, как говорится, идем по течению, идем против течения, преодолевая все эти препятствия, все эти нагромождения, барьеры, чтобы мы могли быть с каждым разом сильнее, чтобы наша стрельба могла действительно получаться. Не для того, чтобы мы крушили, рушили, чтобы не оставалось нашим детям, нашему подрастающему поколению. Мы это делаем для того, чтобы мы смогли преодолеть, смогли быть сильнее чуточку над теми моментами, которые мы могли бы дать слабину. Это не только на охоте, это может быть и на работе. Поэтому стрельба – это такая дисциплина, которая налагается на жизнь. А если мы организовали хорошо жизнь, она у нас хорошо сформирована, и мы хорошо контролируем именно процесс стрельбы и получаем с этого колоссальную энергию. Такое было видео, друзья. Пожалуйста, пользуйтесь данными. Я надеюсь, полезны мои советы. И, ребята, вам хорошего настроения, чтобы у вас все задавалось на ура. Берите для себя задачи, берите сложности, то, что вы можете победить. И не пугайтесь. И самое главное, мужчина, он стратег и тактик, и мы преодолеваем все эти препятствия. До скорой встречи, друзья. Увидимся в эфире.